Челлендж – серия турниров по смешанным единоборствам. Он был основан в 2008 году как командный чемпионат мира. Первый турнир серии М1 Челлендж прошел 2 марта в 2008 году в Амстердаме. И вот 6 июня 2012 года Горная Ингушетия стала площадкой для ежегодного проведения турнира по смешанным единоборствам М1 Челлендж. Он получил порядковый номер 33 и звучное название «Битва в горах». Увидев эти кадры, можно было бы и не комментировать их, но по ним мы можем судить, как велик интерес в нашей республике к этому виду спорта. Если обратиться к цифрам, то организаторы рассчитывали, как они признались, на 4-5 тысяч человек, но на деле, по их же подсчетам, битву в горах воочию созерцали около 20 тысяч человек, не говоря уже про прямую трансляцию по федеральному каналу. А вот несколько мнений и впечатлений о происходящем жителей республики. Знаете, безусловно, это событие для нашей республики, просто потому, что впервые на Кавказе состоялся такой турнир. То есть мировой спорт М1, да, приехали к нам самые знаменитые борцы, и при этом среди 11 боев борются 3 наших земляка. То есть это, безусловно, событие для нашей республики. И, как вы видите, пришло не 5, не 6, а около 10 тысяч зрителей. И в горы это, конечно, А вот об организации, касательно организации, что ты сказал, как ты думаешь, на должном ли уровне все прошло? Безусловно, на должном уровне проходит, не то что должен, на самом высоком уровне, потому что в кратчайшие сроки были выстроены трибуны, как вы видите, замечательно столько зрителей. Нам М1 подарил такую арену красивую, и в скором времени и наш бойцовский клуб Колы Тим будет драться на этой арене. Ваха, вот ты как спортсмен, да, как я понял, сам спортсмен, как представитель молодежи, вот на твой взгляд, хорошо было бы, если бы у нас вот каждый год там или хотя бы в 2 года раз проводить вот такие турниры? Безусловно, каждый год это, конечно, слишком часто будет, но через каждые 2 года, конечно, будет. Я думаю, что у нас и будут такие турниры проводиться и не раз. Хотя не в горах все будет, но будут проводиться. Самые хорошие, самые положительные, самые добрые впечатления. Все руководство республики было здесь, и торжественно отмечали 20-летие республики. Мы очень горды, что у нас проводится в горах такое соревнование. Да, для нас это большой праздник. Мы счастливы. Да, мы болеем за нашего бойца, думаем, что он победит. Победа будет за нами. Переживаем. Все будет нормально, победа будет за нами. Праздник очень хорошо организован. В общем, мы сейчас следим за боем Юнуса Евлоева с пастором. Думаю, болеем за него. В общем, все прекрасно. Праздник удался, прекрасный праздник. Прекрасные бои, серьезные бои. Сегодня для всех ребят, которые мечтают участвовать в состязаниях, это большой праздник. Соображенный сегодня праздновать 20 лет Республики Ингушетия. Именно сейчас вот на ринге бывший борец Юнус Евлоев. Каждый ингуш хочет участвовать, оставить честь Республики Ингушетия. Спасибо вам. Очень приятно, что вы приехали, берете интервью, что вы показываете все как есть, что у нас есть такие люди, которые могут отстоять свою республику, свою Россию, нашу республику. И всех благ вам, чтобы вы всегда это осваивали и говорили правильно. Всех благ вам. Все с нетерпением, конечно же, ждали главный бой турнира, который организаторы припасли на десерт. В схватке должны были сойтись двое непримиримых соперников: Александр Емельяненко, весовая категория 117 кг, и Ибрагим Горец-Магомедов, весовая категория 118 кг. Напомним, Емельяненко и Магомедов уже встречались 3 года назад. Тогда, после обмена опасными ударами, Ибрагим получил серьезнейшее рассечение, и поединок был остановлен. Таким образом, предстоящий бой станет матчем-реваншем для обоих бойцов. Необходимо заметить, что зрители ожидали не менее интересные схватки между российскими и зарубежными спортсменами. Например, состоялся бой одного из лучших полусредневесов российского миксфайта Мухаммеда Аушева против известного хорватского бойца Ивицы Трушчика, который провел 29 профессиональных боев и в 19 из них одержал победу. Но наш богатырь так и не дал увести победу со своей родины, в труднейшем для обоих бойцов поединке вырвав победу у гостя из Хорватии. Также в этот день свои победы в дар ко дню рождения республики преподнесли наши соотечественники Якуб Тангиев и Юнус Евлоев. По моим данным, вы планировали победу во втором раунде. Вот что пошло не так? Что-то не получилось? За 2-3 дня без заболел. Я хотел первый раунд закончить. Силы закончились, я второй раунд специально отдал.
чтобы на третий раунд выбраться. Да? То есть по своей четко выработанной стратегии прошел. Второй раунд я взял, третий я не смог. Вот на ваш взгляд, вот человек, которому эта среда, она родная, вот воздух горный, для многих соперников ваших, которые прибыли из других стран, это была нагрузка дополнительная. Вот как вы считаете, было ли это преимуществом вашим? Я 10 лет не был дома. 10 лет не были дома? Ну, значит, вы наравне со всеми. Нам удалось взять интервью у гостей нашей республики сразу после их боев. Скажите, пожалуйста, как прошел ваш бой, как вам понравилось, и что не удалось сделать, чтобы выиграть эту схватку? Вы знаете, очень длительное путешествие, была очень длинная дорога, не удалось нормально выспаться. Здесь на самом деле очень красиво, мы были удивлены природой, прекрасная природа, прекрасное шоу. И просто-напросто соперник был лучше, чем он. Но в следующий раз он попытается взять у него реванш. Скажите, пожалуйста, не хотели бы вы посетить еще раз нашу республику? В дальнейшем. Только на каникулах, не для боев. Скажите, пожалуйста, как прошел ваш бой и насколько силен был ваш оппонент? Мой соперник был достаточно силен, я хотел поработать с ним в стойке стоя, но он пару раз меня уронил и пришлось бороться. И внизу он был не настолько опасен, потому что я довольно-таки неплохо борюсь. Потом тренер сказал: вставай и работай руками, и у меня получилось как минимум один раз хорошенько ударить его. И я счастлив, что я выиграл. Вы больше боксер или борец? Вы знаете, я тренируюсь как боксер и как борец, и в смысле смешанных единоборств. Я так полагаю, что первый раз у нас. Вы знаете, да, здесь невероятно красиво, когда я приехал, я был действительно шокирован этой природой. К сожалению, в Хорватии такого нету. Но мы думаем, что в Хорватии хватает и других красивых мест. Да. Скажите, пожалуйста, вам хотелось приехать еще раз, не как боец, а просто отдохнуть? Если у меня будут деньги, конечно же, я приеду. В главном бою вечера победу техническим нокаутом одержал Александр Емельяненко, которому мы и поспешили, дабы узнать о его впечатлениях от турнира. Очень мне здесь понравилось. Я здесь нахожусь в Ингушетии, в горах с 31 числа, и каждый день вот выхожу, надышусь свежего воздуха, захожу, и у меня постоянно какие-то мысли. Я неправильно потеряю. Я сразу с ними начинаю делиться, с коллективом, который там, в Москве, в загазованном городе, и говорят: слушай, ты где этого начитался? Я говорю: да нигде, вышел на балкон, подышал воздухом, и как-то само все пришло. Вот бойцы жаловались, что в процессе боя им сложно бороться, так как воздух разряженный, горная атмосфера. На вас это отражалось? Да я еще готов был с 5 такими Ибрагимами и Магомедами дальше продолжить выступать. Я, по-моему, даже не вспотел. А скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Организация турнира. Организация прошла великолепно. Как бы впервые для Ингушетии проводится такой турнир. И вот, как участник, как вот, человек, наблюдавший за всем со стороны, как бы я не нашел, никаких моментов, за которые можно было бы там, так вот, там, серьезно придраться, да, и сказать: вот вы вот здесь вот допустили такую хорошую оплошность, большую, вот здесь. Нет, все было великолепно, даже погода нам сегодня. А вот была информация, что такой турнир у нас в республике планируется проводить каждый год. Как вам такая перспектива? Да мне кажется, это не была информация, об этом утвердительно заявил Юнусбек. А вы будете посещать эти турниры? Если меня будут приглашать, если меня будут ставить на бои, конечно, будет. Если не будет совпадать ни с каким графиком, либо как на сегодняшний день я готов посещать их как боец, а так буду, по-любому приезжать, поддерживать.
С определенной долей уверенности можно сказать, что более красивого по накалу и уж тем более по красоте пейзажей боев в истории этого вида спорта не было. В конце своих выступлений каждый из участников и организаторов от всего сердца поздравлял нашу республику с ее юбилеем, к чему в свою очередь присоединяется и ГТРК «Ингушетия». Мне понравилось очень. На самом деле, потому что и бои все были хорошие. Вы видели, что, может быть, один бой закончился, да, так вот быстро, а все бои были, ну, практически до конца. И самое главное, как болели люди. Вот, если честно, мало где так болеют. И сколько сегодня было, я не знаю, там, около 20 тысяч. Такую арену я только видел один раз на бое Федора Емельяненко. В Олимпийском было 22 тысячи. И тут такое же. Вот в этом городе Ингушетии. Ой, это вообще красотища, нереальная просто. Я много раз в Швейцарии был, я скажу, она отдыхает по сравнению с вашей природой. Глава республики сказал, что хочет, чтобы этот турнир был ежегодным. Вы поддерживаете? Обязательно. Я только вообще очень благодарен, что такое предложение есть. И мы только вообще рады этому. Обязательно. Янус Николаевич, будет ли республика еще приглашать таких именитых спортсменов в республику? Да, будет. Мы делаем вот такие вещи. Ну, в первую очередь, вы видите, насколько люди наши соскучились по праздникам. Это имеет место быть, да? И второе, мы популяризируем свою красоту, свои горы, мы показываем туристические возможности Республики Ингушетия. В-третьих, мы развиваем и свой вид спорта в этом направлении. Почему? Потому что настолько они начинают, ребята такие хорошие, мощные. Вы видели первый бой, как у нас с Колотима парень там просто порвал своего соперника спортивного. То есть мы это развиваем и дальше тоже будем проводить. И обязательно турнир будет ежегодным, и да, в следующем году он будет более такой насыщен даже, чем в этом году. Когда я ездил в Питер к Вадиму на турнир, с каким-то сомнением летал, бросил все дела, вы знаете, сколько тут работы дома. Ну, полетел, побывал, посмотрел, сам увидел воочию это все, переговорили, нашел тут же понимание, спокойно все на уровне просто решилось. И реально я доволен сегодняшней работой. Люди приехали с удовольствием, сложностей не было абсолютно. Но я хотел бы сказать о другом. Как-то к нам приезжали корреспонденты и задали мне вопрос. Спросили, возможен ли туризм в Ингушетии, так как здесь якобы неспокойно. Ну вот вам, пожалуйста, 20 тысяч человек, сколько много гостей с разных регионов России. Возможен туризм в нашей республике. Сейчас была прямая трансляция, и сейчас будет повтор. В 22:30 будет повторять все это событие опять. Поэтому, но по рейтингам приблизительно, которые смотрят наши соревнования, наши М1 челленджи, приблизительно в районе 1,5 миллиона человек. Я думаю, сейчас будет больше, 100%. Цифры я вам пришлю обязательно. А вы думаете, за счет чего вот сейчас будет больше, сегодняшний турнир? Ну, вы знаете, за счет, потому что Александр Емельяненко здесь выступал. Потому что не всегда он выступает, ну, не на всех турнирах. Когда такие именитые бойцы, как Федор и Александр выступают, всегда рейтинг отличается от других. Это первое. Во-вторых, немножко была подготовка хорошая, рекламная, потому что по России 24, я сам позавчера был в студии утреннем в России, рассказывал про этот турнир. Ну и много, вы знаете, это растет популярность этого всего сегодня. Так что за 1,5 миллиона 100% гарантирую, но я надеюсь больше. Я имею в виду, что смотрели в онлайн. Не считаю, что этот турнир будут смотреть и в Бразилии, и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане, и во многих-многих стран европейских, на Евроспорте, Экстрим Ченнеле, потом, конечно, на Боец наш и все остальные, но они немножко позже просто показывают. Поэтому это миллионы людей увидят. И мы поэтому, наша организация попробовала немножко показать не только бои, а показать немножко Ингушетию. Если вы видели, мы делали такие вставки, немножко и бойцов отсняли у вас здесь, вот на ваших вот таких вот природе, красивых местах. Поэтому это для того, чтобы, ну, дать пример, показать, что здесь вот так вот красиво. Я провожу около 10-12 турниров в год. И у нас не какие-то, ну, как бы у нас постоянно ребята работают, занимаются этим. И они приехали за несколько дней сюда, они снимали, все отсняли, ну, как бы здесь. И здесь же монтировали прямо на ходу. Спасибо.